Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Black Canadian Wolf. Ну, наконец-то я решил вам заснять это видео и рассказать самое вообще необычное и для нас даже непредсказуемое событие, которое у нас произошло буквально несколько месяцев назад. Это якутского волка братиша. Он на меня начал газовать. До этого давал себя погладить. Я даже хотел заснять, зайти, показать вам, но не успел. Очень много работы, поэтому не успел вам заснять. Сейчас он на меня заново бычится. Это у нас Алмаз. Это его сын, это не собака. Вот многие пишут, что ты отсади собаку, построй вольер за 2 ляма, я отсажу. Если ты такое говоришь и пишешь. А так, в общем, вот это якутский волк братиш. Сын взял верх над ним. Сын — это высокопроцентный гибрид породной группы Воланд. В нем примерно соотношение крови 63,5% волка. Это очень большой процент, потому что у него мама Воланд и достаточно высокого процентного содержания. 23,5% отправляют в гентест в Канаду. И у нас он, конечно, из всех его потомков, кто был, он менее такой одетый и больше палевый, больше ближе, конечно, он к западно-сибирским клайкам, к волендам ближе, да. Иди сюда, давайте обниму, покажу. Сейчас я вам объясню, что здесь вообще произошло в этом вольере. Иди сюда. Смотрите, хвост поднимает, в любой момент он может меня вцепиться, забрать, потому что он уже газовал на меня, но я показываю свою тоже доминантность, я его не боюсь. Можешь подойти поближе, если хочешь вот снять. Братиш ходит рядом, но он в этот момент хочет себя показать, если честно, и ждет какого-то вот момента. Это тоже ждет момента на самом деле, но я его не боюсь. Внутри есть, конечно, такие немножко переживания. Давай, братиш, иди сюда, идем сюда. Все, трется. Нельзя, братиш. Братишка, иди сюда. Он защищает меня, представляете? Рассказываю коротко и ясно, что здесь произошло, дорогие друзья. В момент, когда очередной раз вцепились в таком вот из-за еды, в основном это происходит, вот говорите, ой, по-разному кидайте, по-разному бросаем. Братиш или кто-то альфа, он забирает. Но ему постоянно доставалось больше, потому что его отец ему доверял и отдавал, как бы его баловал, и он как бы ел. Но когда надо отцу было, братишу, он подходил, забирал и ел. Без проблем. Просто я же не могу 24/7 вам показывать это все. Это раз. Два. Аймикона, самка, появилась в вольере. Якутская волчица. Она сейчас отсажена вот в другом вольере, потому что нам не нужны щенки в этом году, тем более от гибридов первого поколения. Это будут конкретные волки. Начали, естественно, она начала течь, начался гон в парке, царит вот эти все запахи, от которых у них голову сводит. И в момент просто Алмаз решил себя, как бы он в моменте где-то рычал на него, когда тот подходил, еду хотел забрать, где-то это. И вот так моментом братиш проверял, в игре дрался с ним. Ну как, не дрался, а вот в игре он игрался, доминировал, пытался. И в момент он просто решил с ним схлестнуться. Это все есть видео по камерам. Переходите, кстати, в Телеграм. Я обязательно скину. Вы просто в чате пишите, ты обещал скинуть видео, ты обещал скинуть видео, ты обещал видео. И я вам сразу же кидаю это видео с камер наблюдения, как здесь вообще они подрались. Второй момент. Братиш почему сдал позиции с ним? Они дрались, они начали драться, все. Аймикона, волчица якутская, начала помогать Алмазу, потому что она его увидела как более, что ли, такого смелого, более такого дерзкого, что он полез на него. И они решили братиша вдвоем хлопнуть. Вот и все, вот так вот и подогнули якутского волка братиша. Если был бы Алмаз один, скорее бы всего, очень много лет бы у него этого не получилось, возможно бы и никогда. Вот вам весь ответ, дорогие друзья. Как гибрид в первом поколении Воланд породной группы оказался вверх над настоящим якутским волком. Вот вся история на самом деле. Пока, видите, он уже начал себя вести. Вот видите, у меня ребенок стоит, они охотятся на нее. Иди сюда, братиш. Айда сюда. Иди сюда, ну иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Не рычи, не рычи. Не надо, не надо. Иди сюда. Ты хвост свой подопусти, Алмаз. Алмазик. Он на меня кидался уже, я тут заходил, но он из-за Аймиконы. Так он меня любит все равно. Он, видите, аж подхудел, наш Алмаз. Из-за того, что гон идет, он за волчицей скучает.
Ну, братиш, что поделать, братиш. Ну, что вам еще покажу. Вот вся история, дорогие друзья. Кто хочет увидеть, как это было, переходите в Телеграм, я вам скину. И еще один момент. Скоро, дорогие друзья, день рождения у нашего самого лучшего, самого красивого, самого мощного, самого-самого легендарного волка Акелы. Будет юбилей 10 лет. У нас, смотрите, дождь аж пошел. И мне бы хотелось, и не только мне, очень много людей пишут, как мы будем праздновать его день рождения. Мне бы хотелось закатить интересную какую-то, да, праздничную тусовку. Пойдемте к нему как раз, вот сейчас подойдем. Думаю, о братише я вам все рассказал, братишка. Не надо, не надо. Алмаз молодец, защищает меня. Хотелось бы закатить, но мне пишут там сбор открой там на день рождения, куда-то что-то скинуть. Мелетина, иди сюда, не стой там одна. Куда-то что-то скинуть, но знаете, самое лучшее для нас это будет, если вы, я сам все организую, для нас, если вы подпишетесь на наш канал Luxury. Это платный наш канал, 1000 рублей в месяц. В месяц вы видите, что здесь происходит, какие внутренние и скрытые, да, там трудности парка Северных Волков, что у нас здесь происходит, где мы нигде об этом не оповещаем, ни в Ютубе, ни в Телеграме, ни ВКонтакте, нигде. Это вот Luxury Телеграм-канал наш с закрытого доступа, где информацию ни в коем случае нельзя выносить, за это карается пожизненный бан, и туда больше как бы, ну, войти нельзя будет. Поэтому у нас есть такой канал, и это будет лучший подарок для Акелы, для нашего проекта от вас, дорогие друзья, если вы подпишетесь на наш вот такой вот лакшери канал, где вы будете знать всю информацию, всю подноготную. Пойдемте, подойдем к Акеле. Акела вот 10 лет, он не дает вообще покоя ни Марвелу, ни Чернике. Он себя, Черничка, видите, подхрамывает сейчас. Он себя прям настоящий альфа он здесь. Он вот двухлетнего молодого волка, просто как щенка его, каждый день. Тут целую книгу можно писать. Кстати, про книгу, дорогие друзья, про него первый дубль уже написан, первый рассказ. Первая часть. Первая часть, да. Очень, ну, многим понравилось, но мало покупать. 26 прочитанных, 100 с чем-то там, 140 рублей стоит, по-моему. По-моему, 149 рублей стоит первая часть. И у нас 20 там или 30 всего лишь покупок. Ну, кому интересно, действительно, почитать вот о Марвеле, о его становлении, как он родился, как там в логове он рос. В этой первой части кусочек есть. Как он попадал к другим волкам в вольеры, это все я описывал в этой книге. У нас первая часть уже написана. Только будет там 100 читателей, я буду писать вторую часть уже дальше, что там случилось. Черничка в этом году у нас, скорее всего, ожидается также от нашего царя и черники. Будет у нас потомство, поэтому будем отбирать парки, зоопарки. У нас с нами уже связываются. Надеемся, что подберем лучших представителей. Ну что, дорогие друзья, я все сказал. Увидеть видео, подписывайтесь, Телеграм основной, все, ссылочки в описании. Хотите как-то поздравить Акелу, лучший подарок это будет подписка на Luxury. 10 лет ему. Все, дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что следите за нами. Всех обнял, всем пока-пока.